Здравствуйте! В эфире национального телеканала программа «Ясный взгляд» и я ее ведущий Урузмак Баликоев. Владимир Путин определил 2019 годом театра в России. Ждали этого уж очень долго. Ни для кого не секрет, что многие десятилетия театры испытывали колоссальные финансовые проблемы. И, конечно же, это за собой тянуло еще череду отягчающих обстоятельств. Владимир Тхапсаев, Кола Саламов, Бибо Ватаев и многие другие громкие имена отдали себя служению театру. Как вспоминают современники, это были великие имена для нашей республики, которые оставили большой след в развитии театрального искусства. Жизнь идет, а вместе с ней появляются новые имена, хоть и не так часто, как хотелось бы. Однако скепсиса все еще достаточно у республиканского зрителя. Так чего же не хватает нашим театрам для того, чтобы выйти на качественно новый этап развития? И можно ли поменять закоренелую систему? Попробуем разобраться вместе с гостями в нашей студии. Гиви, для вас театральный сезон, для вас, для Остинского театра, начался весьма горячо, но вопрос кадровый и вопрос профессионализма сегодня, наверное, стоит перед всеми театрами, да, и каждый хочет выделиться. Мы понимаем, что, как ни говори, все равно есть определенная конкуренция между театрами, между Русским академическим и Североостинским академическим. Сложная эта задача, вот те самые имена, о которых в самом начале я говорил, создать, чтобы они вот появились, сияли. Всем добрый вечер. Что касается этих имен, они, конечно, были достойны того, чтобы эти имена сегодня мы о них говорили. Это и вправду были очень талантливые, очень гениальные люди. Но без помощи республики, государства эти имена бы не зазвучали так. Тогда очень мощно работала киноиндустрия. И в то время Советскому Союзу, наверное, очень нужны были такие герои. Вообще театр тогда работал в героико-романтическом направлении. И, как говорится, именно в то время, когда коммунизм был во главе, очень нужны были такие герои. И люди их создавали, сама система создавала этих героев. А сегодня тогда какие герои нужны? Не романтичные? Сегодня пока непонятно, какие герои нужны. Кто пришел, допустим, кто приходит на смену тем великим Ульянов, да, тем великим актерам России, кто приходит на смену? Ведь мы же не можем сейчас такие большие имена назвать. Каждый человек, молодой человек, который идет, допустим, в театр, он хочет, чтобы что-то сделал для своей республики, страны, и как-то остался в истории тоже. Ну, особенно люди театралы, люди в искусстве, они хотят, чтобы что-то сделали вот именно для страны, для культуры своей республики. Я думаю, тут больше вопрос, наверное, престижа. Насколько престижно на сегодняшний день быть творческой личностью, артистом, танцовщиком? А измеряется это опять материально, вот этот престиж? Материально в том числе. Если, допустим, на сегодняшний день мои студенты видят меня, что я не состоялся в жизни, если они видят, что я не зарабатываю, глядя, допустим, на мою одежду, на машину, на которой я приезжаю, у них создается впечатление, что завтра они будут в такой же ситуации. То есть они видят мою несостоятельность, а я для них как бы пример для подражания, то есть уровень, к которому они идут. Я думал, это условный пример, о котором вы сейчас говорите. Нет, не условный. Почему? То есть государственная поддержка, она не оказывается должным образом тогда получается? На мой взгляд, нет, потому что я вижу, сколько зарабатывают артисты в других странах или но все же мы филиал, вы, если о вас говорить, филиал Мариинского театра. Но я себя отождествляю не только с филиалом Мариинского театра, я так или иначе косвенно имею отношение абсолютно ко всем театрам республики. И во многих из них я работаю, и мне бы хотелось, чтобы они были на достойном топовом уровне. Как вы оцениваете кадровый потенциал конкретно Остинского театра? Да, есть Гиви. И не потому, что даже он рядом с вами сидит, но у нас не так уж много действительно громких имен. Еще и были и уходы, да? Да. Хороших достаточно актеров. Я не знаю, какое состояние дел сегодня еще в этом театре. Надеюсь, мы это поймем. Ну, к сожалению,
уходят в силу каких-то причин. Одни из лучших сил театра, допустим, та же Жанна Габуева, народная артистка республики. К сожалению, это есть большая проблема. На мой взгляд, очень слабенький репертуар в театре в Остинском. На мой взгляд, мало классики. Что касается, ну, не совсем владею информацией, что касается, допустим, заработной платы, но, на мой взгляд, сейчас не лучшие свои времена переживает Остинский театр. А на чем он тогда держится, если вот все не так хорошо, как нам со стороны всем кажется? Мы же видим только актеров на сцене театра. Держаться можно по-разному, вычерпывая, допустим, из лодки воду. Можно плыть на круизном лайнере, кто какими категориями мыслит. Факультет искусств сегодня это основной такой вот производитель актеров, да, вот они вот снабжают. И не только в Остинский театр, во все театры сегодня. И я всегда был уверен в том, что этот университет нужен, его надо всячески поддерживать. Но здесь есть сейчас одна большая опасность. Я об этом уже говорил, но, наверное, эта передача прям вот сейчас надо, чтобы это услышали. Если в скором времени мы не создадим школу-студию при Осетинском театре на базе университета, то остиноговорящих актеров мы в скором времени будем искать со свечкой в руках. Я не помню, когда последний раз мы выпускали дипломный спектакль на осетинском языке. И сегодня надо сделать по всем ущельям Северной Осетии. Раньше они сами ходили, сегодня придется, как вот в свое время Гарсия Лорка ходил, да, как наши старшие ходили и искали по всем ущельям талантливых людей. Придется сегодня нам искать их и создавать какие-то условия, чтобы они пришли в театр. И 4 года актеры Остинского театра, их воспитали. Не надо их отправлять сейчас в Москву. Надо, чтобы как-то системно сделать так, чтобы наездами педагоги с Москвы, совместно с нашими коллегами преподавали им и обучали Осетинскому театру. А сегодня тогда чему обучают? Ведь Нет, вы же не единственный, кто преподает. Нет, мы обучаем, но у нас нет остиноговорящих актеров. В скором времени, лет В 10... Остинском театре? Нет. Я и пока про педагогический состав я имею в виду, вот, который из Остинского театра. Нет, из Остинского театра у нас очень хороший педагогический. У нас Саша Битаров преподает, я преподаю, Руслан Сагараев тоже выходит из Остинского театра, он преподает, Алан Албегов преподает. Кому преподавать есть, но нету аудитории именно осетиноговорящих. И нам надо вот об этом подумать. Аслан, последние 2 года для Остинского театра действительно были по-шекспировски горячи. И это не только уход Жанны Габуевой, она не единственная, да, кто покинул этот театр. Почему мы так свои кадры не бережем? Мы же понимаем ценность каждого из них. И Александра Битарова, и Жанны Габуевой, Гиви Валиева. Он тоже уходил. Мы это тоже помним. Хочу поспорить с коллегой, подискутировать, скажем так. Ну, во-первых, может, это было образно сказано, по ущельям, по селам. Никогда никто никого не искал. И все курсы, которые были набраны Остинским театром и в студии МХАТ, и в Щепкинском театральном училище, и в ГИТИС, и в Щукинское театральное училище. Всегда народ собирался и с удовольствием приходили на отборы. Вот. Тут, на мой взгляд, надо смотреть гораздо глубже материал. Во-первых, само по себе отношение государства к искусству, к культуре и, в частности, к театру меняется каждый год. И меняется оно, я не говорю в лучшую или в худшую сторону, а, собственно, меняется, исходя из конъюнктуры, понимаете? Есть актеры, которые давно не выходят на сцену, которым давно пора на пенсию, но при всем при этом они посвятили тоже свою жизнь театру. И теперь молодой не должен прийти на его место, потому что мы будем ждать, пока мы будем прощаться с ним. Все да? правильно, да. Поэтому, скорее всего, надо найти эту систему взаимоотношений, систему поощрений по выслуге лет и так далее. Говорить это однозначно, что вот актеры уходят. Ну, актеры уходят
всегда Звезды уходят, звезды и уходят. всегда возвращались, может, не всегда возвращались. Я сейчас не говорю о конкретных актерах. Да? Но то, что тот или иной актер или режиссер покидал театр, уходил в другой театр, возвращался в театр, это практика достаточно часто во всей стране и во всем мире. Простите. Да, Я говорите. хочу спросить, вот последняя школа-студия, которая была набрана Остинским театром, Аслан тоже с этой студией, да? Это не последнее, это предпоследнее. Миша, это что? Это Юго-Остинская студия набрала. Я говорю Северо-Остинская студия. А именно Остинский Северо-Остин, театр. да, который- Да. Сколько человек у вас поступило? Поступило 30 человек. 30 человек. Сколько Закончило 15 человек. Сколько человек в театре сегодня? 8. В Остинском? В Осетинском... Я говорю сейчас именно об Остинском театре. Сколько человек в театре? В Остинском? 3. Ну, это должен... Это, то есть мы 30 отправили, это 1% сегодня Всего работает в лишь. Остинском театре. 1%. Я о чем говорю? Из выпускников... Ну, надо... Вас набрали в каком году? В 98-м. Вот сегодня, допустим, если мне вот Руслан Сагараев не даст соврать, вот у него на курсе сегодня сколько остиноговорящих? Реально готово которые готовятся к работе в Осетинском театре, ну, в данный момент может быть 1 человек. 1. 1 человек. А можно я задам еще Да, один не, вопрос подождите. встречный? Ага, давайте. А сколько бюджетных мест в этом году на театральном факультете в университете? Нет, этот год, допустим, подождите, этот год, это тоже очень плохо. В этот год мы не набираем. Следующий год мы набираем. Я сейчас не об этом говорю. Я говорю о том, что никто не искал по ущельям. Я могу примеры привести, сотни примеров, особенно в те времена послевоенные в Испании, когда Лорка ходил по всем ущельям и искал, начиная от истории, Я от это фольклора. прекрасно знаю, да. но Я мы имею в сейчас виду говорим Осетию. больше, у нас же дискуссия идет. Я говорю о том, что если сегодня, если мы не будем сами уже привлекать, у нас нет достойной зарплаты, о которой ты сам говоришь, да, большой достойной зарплаты. Чем его привлечь? Я думаю, что в Нам- Осетинском театре самая большая зарплата на сегодняшний день из всех театров. Ну, Я допустим, считаю, что подождите, нет. ну, допустим, Сугаев, Самая Казбек, большая зарплата сейчас в филиале Мариинского театра. Ну, это федеральный театр, это федеральная зарплата. Но та зарплата, которую получают артисты из местного республиканского бюджета, я считаю, что самая высокая в Осетинском. Подождите, это все один из аспектов. Давайте еще вернемся немного к теме нашей, да, Вячеслав? Говорить можно бесконечно, да, о проблемах театра. Они всегда, наверное, были. И лукавить о том, что их нет, тоже мы не можем. Творческие люди всегда экспрессивные. Об этом неоднократно уже сказали. Но, тем не менее, стоит ли держаться за этих актеров тогда, которые делают имя театру, и русскому в том числе? Но я хочу начать с того, что уже говорили. Я согласен с ребятами. Я считаю, что вот тот разговор о том, где, когда, почему не рождаются новые, это Хапсаевы, Саламовы, Слановы, Пираговы, Туменовы. Я уже 54 года здесь работаю. Я видел этих актеров, этот гениальный совершенно театр, то, о чем вы чего вы начали. Я видел этих актеров на сцене. Я даже участвовал с некоторыми актерами на сцене, ну, в частности, с Капсаевым. Нет актеров, нет таких величин, потому что нет школы хорошей. Вот вы говорите об осетинском языке, а к нам приходят люди, которые не знают русский язык. Ну, а как-то же они... Как-то надо, видимо, Щуку педагоги, закончили, которые... например? Да, педагоги, которые им преподавали, они, значит, плохо преподавали. Ну, у нас, например, Алан Салаев, он знает великолепно русский язык. Но он жил в России когда-то. Он приехал сюда вот с мамой. Кисиев, Роберт Кисиев, великолепно знает русский язык, понимаете? А вот ребята, которые поступают наши в университет, я говорю, что педагогов нет настоящих таких, чтобы учить русскому и учить осетинскому языку. Почему нет там педагогов, которые заставят его? Вот. И, конечно же, второй вопрос – это то, что сейчас это непрестижная профессия. Тут я согласен совершенно. Непрестижная, потому что на те крошечные зарплаты, которые получают, ну, в нашем театре, к примеру, я не знаю, сколько получают молодые актеры в Осетинском и в Мариинском, вашем театре, например. в Мариинском театре. Но это невозможно так.
И мы вспоминаем эти майские какие-то указы и так далее. Но стыдно, чтобы ребенок получал, заканчивающий учебное заведение с высшим образованием, получал вот эту маленькую зарплату. Наше поколение, и вот после нас поколение, они читали. Потому что не было этих. Мы читали. Толстого, значит, обязательно надо прочесть «Войну и мир». Как бы это ни было сложно, там тома большие. Но я считаю, что вот это. И когда возьмутся за преподавание по-настоящему, двигаться нужно хорошо. А вот давайте с Русланом тогда по этому вопросу тоже поговорим. Когда займутся преподаванием? Когда начнут ковать этих специалистов, молодых актеров? Работа же проводится. Это все делается. Поверьте, дело в том, что никаких скидок, я говорю сейчас только о себе, не хочу о коллегах, у каждого свой взгляд, свое понимание, просто о себе. Я сам и в Москве учился, и здесь сейчас преподаю. Никаких скидок, поверьте мне. Лично я не делаю ни студентам университета, колледжа культуры, у меня есть студия в Амране, никаких скидок я не делаю. Вопрос немножко в другом, в уровне подготовки общей. Это я согласен, с этим я согласен. Мы говорим о престиже этой профессии. Но ведь это же запрос общества. Значит, у общества нет запроса на то, что происходит в театре, на актеров, на режиссеров. Так получается? Ну а что с этим делать? Общество тогда должно Вот что с этим делать? Давайте и баррикадировать один Осетинский театр, когда уходят актеры оттуда? Ну, я сейчас этого не хочу касаться, я о другом. О том, что делать. Давайте просто зададим один коренной вопрос. Что с этим делать? А может, ничего не делать? А может, это само собой как-то так происходит? Или что-то можно сделать? Давайте вот это обсудим. Мне кажется, что тут коренной вопрос заключается в том, что у общества должен появиться этот запрос. А как он появится? Если наш деятель, работник театра, если уж говорить совсем честно, служитель театра, если этот человек отнесется к своей работе, к своему служению не как просто «я этим занимаюсь там для чего-то», а «я исследователь», или там, скажем, я занимаюсь душой человека, я познаю и приношу своему зрителю какое-то знание, которое ему реально поможет в этой жизни, оно связано с психикой, с душой, с какими-то социальными явлениями. То есть это должно реально иметь какую-то основу, реально помогать зрителю через очень интересную, яркую форму. Вот мое мнение. Какую-то конкретную вы задачу ваше ведомство ставит перед ними по факту? Или они, каждый сам по себе работает, вырабатывает и политику собственную, и репертуар самостоятельно ставит? На сегодняшний день в ведомстве Министерства культуры находится 5 театров. 5. Это Осетинский театр, Русский театр, Дегорский театр, это театр Шаби и конный театр Нарты. Вот. И, безусловно, существует государственное задание. Безусловно, существует при каждом театре созданы худсоветы. Существует общественный совет, куда представители общественности приглашены, они вырабатывают некий концепт. Это большой спор на самом деле, и этот спор разгорается то больше, то утихает так. А нужно ли это вообще? Вот. Нужна в этом смысле цензура. И вот это известное выступление Райкина, да, нужна цензура, не нужна, вспоминалось тут советское время, советская система, но Гиви сегодня говорил о том, как эта система работала, она все-таки работала продуктивно, она все-таки работала эффективно. На будущее. Да, она работала на будущее, действительно. И тут было сказано о том, что школа, а это школа, все-таки советская школа, понятно, что она начало берет раньше еще. Вот. И мне кажется, в здоровом смысле этого слова цензура, она необходима. Потому что если бы она существовала, ну, к примеру, на телевидении, да, то вы не смотрели там «Дом-2», там ТНТ, вот эти вот непотребства какие-то. Это тоже цензура. Те проблемы, которые испытывает сегодня актер, режиссер, материальные проблемы, ну, они же сейчас и учитель их испытывает врач и так далее. Это они действительно существуют. Вот я заготовку сделал, если позволите, я ее зачитаю, да? Знаете, почему я бросил свои личные дела и занялся театром?
Потому что театр – это самая могущественная кафедра, еще более сильная по своему влиянию, чем книга и пресса. Эта кафедра попала в руки отребьев человечества, и они сделали ее местом разврата. Моя задача, по мере моих сил, очистить семью артистов от невежд, недоучек и эксплуататоров. Моя задача, по мере сил, выяснить современному поколению, что актер – проповедник красоты и правды. Актер должен для этого стоять выше толпы, талантом ли, образованием ли, другими ли достоинствами. Актер прежде всего должен быть культурным и понимать, уметь дотягиваться до гениев литературы. И вот это очень, последняя строчка очень важна. Она говорит о том, что есть еще одна проблема, она лежит там, где-то в корнях театра. Это отсутствие в широком, хорошем смысле национальной драматургии сегодня. А это уже процесс, не совсем связанный с какими-то финансовыми вливаниями. Это процесс с точки зрения нации несколько физиологический. Чермен, об этом мы поговорим в следующей части нашей программы. А пока небольшая реклама на телеканале «Осетия». Не переключайтесь. Я не помню, когда последний раз мы выпускали дипломный спектакль на осетинском языке. Вот вы говорите об осетинском языке. К нам приходят люди, которые не знают русский язык. Остиноговорящих актеров мы в скором времени будем искать со свечкой в руках. Реально готово которые готовятся к работе в осетинском театре? Ну, в данный момент может быть один человек. Кому преподавать есть, но нету аудитории именно осетиноговорящих. А сколько бюджетных мест в этом году на театральном факультете в университете? Сейчас это не престижная профессия. Тут я согласен совершенно. Это 1% сегодня работает в осетинском театре. Значит, у общества нет запроса на то, что происходит в театре. Это программа «Ясный взгляд». Тема вечера – развитие театрального искусства в Осетии. Так уж человек устроен, что все время сравнивает прошлое и настоящее. Все чаще вспоминают имена осетинских классиков и драматургов, и все больше критики обрушивается на современников, говоря о том, что в постановках мало новизны. Так что же сегодня происходит с осетинской драматургией? Почему театры отдают предпочтение комедийному жанру, пренебрегая мировой и русской классикой? Попробуем разобраться в этой части программы. В предыдущем блоке Чермен процитировал Станиславского, говоря о глубинных проблемах, да, театральных. И я думаю, что, наверное, проблемы есть и в осетинской драматургии. Возможно, я не прав, вы меня поправьте тогда. Почему МХАТ состоялся, и он есть МХАТ? Потому что были рядом с ними драматурги. А почему Осетинский театр, первая пьеса была Бритаева, да? То есть без драматургии театр не может существовать, без национальной драматургии он не может существовать. Осетинский театр уже третий раз идет по кругу и ставит все пьесы, которые мы ставили. Вот буквально недавно Агнаев Гастан, он звонил мне, мы с ним встречались, и вот сейчас, вот на новой неделе у нас будет встреча с Союзом писателей, и новые пьесы какие-то появились, 5 новых пьес, он еще обещает еще принести. Это, конечно, большая проблема, то, о чем вы говорите. Знаете, вот все-таки нужно поставить четкую задачу. Четкую задачу. Вот если будет четкая задача для культуры, вот если возьмем Минэкономразвития, у них перед ними стоит четкая задача, Минсельхоз стоит четкая задача, дорожникам стоит четкая задача. Для всех четкая задача. В культуре тоже надо поставить четкую задачу Союзу композиторов о создании или модернизировании новых произведений музыкальных, да? Поставить рядом вопрос или задачу для художников, Союза художников, чтобы появились такие же полотна, как у Туганова. Также надо поставить перед театром задачи. Сложно. То, что я сейчас говорю, это очень сложно. Но надо поставить задачи, чтобы... Ну, что такое без задачи жить? То есть задачу я какую имею в виду? Вот перед Осетинским театром, если поставить задачу, что через год вы обязаны выступить на крупнейшем фестивале, да? И вы представляете, как этот театр соберется и в одном направлении мы будем работать? Или сказать им, у вас через год будет гастроли туда и туда. Этот театр ночами спать не будет.
Но они будут готовиться. Это цель, это задача. И то же самое с драматургами. Я знаю то, что сейчас это очень сложно, чтобы написать пьесу, стихи может быть легко. Это тоже, прозаики тоже должны появиться. Но пьесу написать сложно. И сегодня я соглашусь с тем, что у нас тоже мало опыта работы с драматургами. Но если взять современную драматургию, да, если прочитать, ее очень сложно ставить, ее сложно читать. Ее сложно ставить, ее сложно читать. То есть без, простите за это слово. Адаптации какой-то. Да, то есть раньше, вот если возьмем сейчас опять «Ревизора», да, Гоголь в те времена, когда цензура реально существовала, он написал бессмертную комедию, ничего не боялся, он говорил открыто правду. Сегодня, если вы почитаете современную драматургию, то ты не захочешь за это взяться. Тебе легче взять классику и поставить на современный лад, чем современную пьесу ставить. Я сейчас не навязываю никому, но у меня такое ощущение. Аслан, не будем ходить вокруг да около, но, наверное, где-то есть чья-то вина. Да? Почему это происходит? Почему Я у нас нет постараюсь, да, последователей высказаться по этому Хапсаева? поводу. То есть была драматургия ж? Была. Куда она делась? Куда делись ученики и последователи? Я понял, да. Сегодня прозвучали названия выдающихся театров, выдающихся драматургов. Сейчас прозвучат имена. Да, МХАТ состоялся благодаря в основном Чехову. Все пьесы, которые мы называем сегодня классикой, были написаны для определенных театров, для определенной труппы. И просто так, чтобы издать сборник пьес, никто не писал. Никогда. Это глупость очевидная. Дело в том, что буквально в начале 20 века произошла Великая Октябрьская революция. Наша страна начала называться Советским Союзом, и существовал Госплан. И он в том числе распространялся и на искусство, и на культуру, и в том числе на театр. Театрам выделялись средства для оплаты драматургам, постановочные для постановки спектакля. И театр планировал репертуарный план, заказывал пьесы современным драматургам, ставил классику и так далее. То есть 70 лет мы жили в этих реалиях. Потом все это развалилось, 20 лет ничего не происходило, и сегодня нам объявили, а у нас уже 20 лет капитализм. Вы знаете, бесплатно ничего не бывает. Идите и зарабатывайте. Так не бывает. К этому надо было готовить театры. Ну, так же и везде. Это не только в сфере искусства. Задача, о которой говорит Гиви, мне кажется, что театр сам должен себе эту задачу ставить. Больше того, каждый артист и каждый режиссер должен жить с такой задачей, что-то делать, а не ждать, когда ему эту задачу поставят. Это, знаете, идти в шеренгу, шагать в ногу. Может быть, я не до конца правильно понял в данный момент, да? Нет, Но я понял, что меня не поняли. Это Министерство культуры, задача Министерства культуры не заключается в том, чтобы говорить конкретному подведомственному учреждению или направлению конкретному, что им делать и как делать. Ну, я Аслан, мы сейчас говорим что о Национальном театре. Туганову кто-то поставил задачу написать картину. Зря вы говорите. Я вам могу это доказать, так как мы очень тесно я работал над постановкой Туганова. Да, художник. Это был госзаказ. Пир Нартов был госзаказ. Безусловно. Притом То я есть могу вам это доказать. Художник может написать полотно, картину на заказ за Нет, вы меня- малые или большие деньги, неважно. Нет. Но это концептуальный Драматург такой должен подход писать был. точно так же. Аслан, я не говорю о том, что надо, я говорю о задаче. То есть, вот смотри, вот сегодня Остинский театр, вы заставляете меня говорить. Я вам сейчас скажу, вот сегодня Остинский театр, сколько поездок было и гастролей у кукольного театра? Скажи много и календарный все. год? Скажи много и все. Потому что не будешь достаточно. перечислять. Вот смотри. Северо-Остинский академический театр. Буквально недавно в Чеченской Республике проходил огромный фестиваль, куда приехал весь Кавказ. Единственный театр, который не присутствовал там, это был Остинский, не присутствовал на сцене, как спектакль. Мы отправили все, что от нас требовалось, мы отправили. Я разговариваю с министром культуры Чеченской Республики, у нас была встреча. Я говорю, как это так, что, говорю, вы нас не приняли? Я говорю, в любой геополитической ситуации, как бы вам сложно не было, на сцене «Без границ» мы вас принимали. И даже если у вас были реально слабые спектакли, мы вас принимали.
На что он мне отвечает? Гиви, спектакль, вы материал отправили в Москву, не прошли отбор. Для меня эти слова страшнее, чем просто не пригласили. Для меня эти слова, как для режиссера, страшнее, чем не пригласили. То есть, смотрите, о чем говорю, задача, что я имею в виду. Вот если мы ставим, допустим, классику, мы должны понимать, что есть внутренний рынок. Я сейчас говорю твоими словами, так как ты административно говоришь. Есть внутренний рынок, есть еще внешний рынок. Мы сегодня, Остинский театр, работает только для внутреннего рынка. Только для сети. Если мы не будем вывозить наши спектакли на гастроли, как выезжает ТЮЗ, как выезжает русский театр, который за 1 год побывал в Белгороде, побывал в Южной Осетии на неделю, сейчас приехали с Калининграда. Если Остинский театр не будет выезжать, он умрет, я вам говорю. Умрет почему? Простите меня за эмоциональность. Умрет почему? Потому что нету стремления, да, цели показать. мотивация. Я очень хочу, чтобы мой спектакль, я как режиссер говорю сейчас, что мой спектакль увидели, разобрали его. Я как актер хочу, чтобы увидели нас на сцене. Это нормальное явление. И если этой задачи в начале года не ставятся актерам, или на закрытии сезона нам не говорят, что... Я сейчас не говорю о руководителе театра, и клянусь, не говорю, я говорю вообще о театре, вообще о театре, вообще. Когда закрывается сезон, нам должны сказать: у вас в октябре или в ноябре будут гастроли туда. И весь твой организм актерский, режиссерский собирается на поездку. Или будет, вот сейчас у нас фестиваль будет проходить в Кабардино-Балкарии, мы едем туда. Сегодня отправили документы. Вы не представляете, начиная от звуковой партитуры до световой партитуры, я сейчас буду все обходить, собирать. Потому что это гастроли. Выезд 100 километров, но нам это приятно. Мы обязаны гастролировать, мы обязаны выступать на фестивалях. У нас сегодня нет драматургии, потому что нет драматургов таких маститых, серьезных драматургов. Вот сейчас Оксана, наверное, тоже скажет в этом отношении. Какое-то время назад в республику приезжал Владимир Павлович Гуркин, известный драматург, он не автор «Любовь и голуби», «Кадриль». И он со мной долго общался. Вообще с ним должны были общаться драматурги, которых оказалось очень мало у нас в республике, очень мало. И я с ним общался, никакого отношения к драматургии не имел. И он мне начал жаловаться на то, что его студенты приносят ему пьесы, написанные ими, о каких-то временах незапамятных, о каких-то там викингах и так далее. Он их спрашивает: а вы, собственно говоря, знаете их быт? Это же глубоко надо изучать. Это надо понимать, как они общались, их ментальность надо понимать. Почему вам не написать пьесы о том, что вы видите перед собой, о тех людях, с кем вы общаетесь и так далее? И вот таких, мне кажется, на сегодняшний день пьес в наших театрах о современных людях. Вот о современных людях, если вы говорите, а какая тогда должна быть пьеса, потому что зритель наш, осетинский, очень непредсказуем, мягко говоря. То есть он может увидеть на сцене то, чего не привык видеть ранее. Если к Станиславскому вернуться, у него в одной из его работ, он пишет, что я за то, и он это делал, я за то, чтобы во время сезона поставить 2 или 3, к примеру, назовем так, водевили, легкие такие жанры. То, о чем сейчас говоришь, это же не очень плохо. А почему вы хотите поставить, это делаете? А потому, чтобы показать дорогу зрителю в театр. Это очень хорошо сказано. Что потом этот зритель, когда он приходит в театр, потом он придет, его надо воспитывать, зрителя. Воспитывать надо, потому что надо воспитывать, чтобы он нашел дорогу в театр. Вот он придет. Недавно парень мне сказал, что вот я посмотрел у вас спектакль, комедию какую-то у нас. Я говорю, теперь хожу и беру свою девушку, и она с удовольствием. Поэтому это не так плохо, чтобы... Вы думаете, в Амхате всегда были полные залы, когда он открылся? Ничего подобного. Он об этом тоже пишет. Конечно. А вот это нельзя, чтобы все было только такое смешное, как вы сейчас говорите, вот то, о чем в Осетинском. Я помню эти времена.
Там это муж моей жены, там Да. это, вот это, вот это, вот это. И, может быть, переборы были, но, в принципе, наверное, они привезли какую-то пользу. У нас сейчас действительно нет драматургии, нет Розова, нет Вампилова. Я не говорю уже о таких, как Чехов там, или Островский, их вообще никогда у Но нас, с русской драматургией попроще все же, чем с национальной. А национальные Раиса Хубецева, Козлов, который делал инсценировки вот здесь, для Осетинского театра и для нашего. Ну, кто там у нас? Саламов сам писал, да, пьесы? Мы это все уже поставили, мы говорим о новых. А новых, ну, для начала давайте идет тогда- разговор о том, Гиви, что, я возвращаюсь вот к теме про актеров, что надо воспитывать драматурга. Да. Эдуард, как воспитывать этих драматургов? Вот нет их, да? Сегодня и Ну, Чермен об этом говорил, и Гиви, что да, я уже понял, есть сотрудничество о чем уже речь, и небольшое. поэтому, если попытаюсь... Мы, на самом деле, давно как бы об этом думаем. Мы повисли, во всяком случае, наше поколение между двумя эпохами, советской и новой эпохой. Мы как бы все время внутренне, идейно, идеологически, как угодно, живем в той эпохе. И к нынешней эпохе, которая колоссально поменялась, мы все время мерки и требования той, скажем, замечательные, великие мастера культуры, которые вложили гигантский вклад в уничтожение Советского Союза, идеологический и так далее, которые говорили, надо уничтожить Гидру, говорили свободу, свободу, которые все лучшие свои произведения создавали и в театре, кстати говоря, и в кино создавали при ненавистной им советской системе, когда после того, как все разрушилось, они пришли в Госкино, их собрали и говорят, вот теперь вы свободны, а деньги вы нам дадите, а деньги вы зарабатываете сами. Другой момент, огромное спасибо, это, слава Богу, сохраняется, хотя мы видим попытки это тоже убрать. Спасибо государству, что государство содержит и национальный театр, и русский театр. Мы не раз слышали из уст таких людей, царство ему небесное, Табаков, который говорил, а не слишком ли у нас много театров, а не убрать ли нам, когда такие деятели начинают говорить об этом, то это Марте, госпожа Занатыбанет, Марте Машхаржан, но я считаю, когда это услышал, во мне это вызывало абсолютно дикий протест. Вот то, что мы задели, это на самом деле колоссальная тема. Еще одна колоссальная тема, когда мы пытаемся, опять-таки, мерками судить. Да, советская система, она предполагала воспитание. Нынешняя система, мы же говорим, если мы говорим на уровне чуть ли, что у нас идеологии нет. А если мы говорим, что идеологии нет, то, извините, а почему театр должен воспитывать? А что он должен воспитывать? А что он должен преподносить? Потому что это и воспитание, и образование, и куча других моментов. Я убежден, что сегодня главная проблема осетинского театра, это проблема зрителя, осетинов, которые не говорят на осетинском языке. Осетинская драматургия. Какой ее вы видите и какой, как вам кажется, видит ее зритель? Если говорить профессиональным режиссерским языком, у каждого театра должна быть сверхзадача. И в связи с этой сверхзадачей художественный совет во главе с руководителем театра отбирает пьесы. Пьеса годится, подходит для постановки, если она работает на сверхзадачу нашего театра. Вот и все. Очень коротко по мне, ну для меня. И мне понятно, не знаю. Это может быть историческая пьеса, где все будут в соответственном виде, соответствующем. Это может быть современный какой-то материал. Вот может это быть, может а быть что классика. должно? Это может быть все, что угодно, все, что имеет, скажем, все, что связано с этой сверхзадачей. Все работает только на это. Раскрыть, донести, и чтобы это все работало в связи со сверхзадачей. Вот и все. На самом деле проблема очень серьезная. Мы говорим о драматургии. И неправда, что театр начинается с вешалки, театр начинается с драматургии как раз-таки. Вот Чермен не даст мне соврать. Каждый год у нас бывает конкурс, литературный конкурс имени Соста Камбердиева, куда входит 2 года, да, извините. Да. И сколько там бывает пьес?
практически единицы или практически отсутствует. Бывает и такое, что никто не прислал. А давайте вспомним, сколько людей поехали в Москву учиться в литературный институт, в конце-то концов. Чтобы написать хорошую пьесу, нужна база. И Гиви абсолютно прав. Сейчас мы получаем пьесы, которые мы не хотим ставить. Режиссер их не поставит. Проблема еще и в этом. И найдутся ли еще сегодня такие, которые поедут учиться? У нас нету кого? У нас нету театроведов, у нас нету театральных критиков, и никто не хочет поехать и учиться на эти профессии, потому что это, возможно, не престижно сегодня, а кто формирует престижность профессии? Общество. Сегодня проблемы в зрителе ни у одного театра нет. Разве я ошибаюсь? Билеты Разве не все проходят- раскуплены, но это Да, же не со говорит о том, шлагами. что все хорошо. Нет, конечно. Но дело же не в зрителе. Зрителя, безусловно, надо вести правильной дорогой. Я специально не употребляю слова «воспитывать». Воспитывать надо дома каждого. А театр должен вести за собой. Ну, а что нашему зрителю интересно, наверное, стоит узнать у юного конгломерата, да, актеров. Скажите, что хотелось бы видеть на сценах Остинского и Русского театра лично вам? Я согласен с мнением Руслана Цагараева, что на сцене театра должно быть все работать на сверхзадачу, и представлено это должно быть обязательно в какой-нибудь яркой, эффектной форме, верно, да. Лично, по моему мнению, нужно больше новаторства, бросать себя во что-то новенькое. Что вы имеете в виду, когда говорите о новаторстве? Новаторстве. Когда я посещал спектакль даже Руслана Замбулатовича, был спектакль «Остров сокровищ». Да. Я читал, смотрел фильмы, мультики, и сам спектакль видел даже в других городах, но как-то по-другому я отнесся здесь к этому. Реклама на национальном канале. Оставайтесь с нами. Остинский театр уже третий раз идет по кругу и ставит все пьесы, которые мы ставили. Именно, да, МХАТ состоялся благодаря в основном Чехову. Через год вы обязаны выступить на крупнейшем фестивале. Этот театр ночами спать не будет. Но они будут готовиться. Это цель, это задача. Мне кажется, что театр сам должен себе эту задачу ставить. Больше того, каждый артист и каждый режиссер должен жить с такой задачей, что-то делать. Это был госзаказ. Пир нартов был госзаказ. Безусловно. Притом То я есть могу вам это доказать. Художник, А почему вы хотите поставить, это делаете? А потому, чтобы показать дорогу зрителю в театр. Мы обязаны гастролировать, мы обязаны выступать на фестивалях. В эфире национального телеканала программа «Ясный взгляд». И я ее ведущий Урузмак Баликоев. Этим вечером мы коснулись давней проблемы работы наших театров. В последние годы происходят весьма громкие уходы известных и любимых актеров. Потери эти велики не только для культурного бомонда, но и для каждого неравнодушного зрителя. Что сулят нам эти перемены и каков вектор развития современного театрального искусства, попробуем понять в заключительной части нашей программы. Аслан, вам приходится работать с самым требовательным зрителем – это дети. Насколько сложно это с одной стороны, и с другой стороны, мы же понимаем, что именно, наверное, от вас и зависит, полюбят ли они театр или нет, пойдут ли они дальше по этому пути. ну, пойдут ли они по пути творчества, это, к сожалению, не настолько от нас зависит в нынешних реалиях. А вот полюбят ли они театр и будут ли они посещать более взрослом возрасте, конечно, я считаю абсолютно верно, что если ребенок с 2-3 лет, это возраст, для которого мы начинаем ставить спектакли, не смотрит эти спектакли, то, конечно, для него в будущем впервые увидеть людей на сцене, это будет в диковинку и, может быть, не настолько и интересно. Какие инструменты сегодня вы эффективно используете? В век информационных технологий, наверное, это непросто, потому что они любят все яркое, насыщенное. Конечно. Но хочу сказать, что на сегодняшний день театр «Кукол Шаби»
пользуется всеми возможными средствами выражения, которые существуют на сегодняшнем театре. Это и драматическая игра актеров, это и планшетные куклы, которые достаточно недавно вошли в обиход нашего театра, и, естественно, классические тростевые куклы. Вот. Поэтому театр переживает достаточно такой технический подъем. Техническое оснащение опережает творческое пока, но это ненадолго. Я это говорю. И гастроли есть. Да, очень насыщенный год был этот год. Практически за календарный год у нас было 9 поездок. Из них 3 фестивальные поездки, 3 гастрольные и еще 3 по обменным гастролям. Вот. Поэтому мы продолжаем оснащение театра. Оснащаем его самыми последними техническими, скажем так, приборами, эффектами. Это и лазерные приборы, это и диодный экран. Потому что, вы понимаете, ребенок, он сегодня даже у самых маленьких есть гаджеты какие-то свои. И, естественно, приходя в театр, они пытаются уделить внимание и спектаклю, и гаджетам. Не всегда это зависит от того, насколько интересен спектакль. Был раньше убежден, что если ребенку интересно на сцене, он никогда не полезет в гаджет. Ну, к сожалению, не совсем так. Поэтому мы тоже будем воплощать какие-то современные технологии в наших новых спектаклях, чтобы это было ярко, неожиданно. А вот как вы можете назвать концепцию вашего театра, вот ваш подход, на что он ориентирован? Дело в том, что театры кукол вообще, собственно, во всей стране всегда были на задворках театрального искусства. Да, можно было часто услышать такое даже выражение не очень, скажем, приятное, ну что это за театр, да, в куклы играют. К сожалению, и такое бывало. Но в последнее время вот именно театром юных зрителей, театром кукол очень большое внимание оказывается со стороны государства. И дали возможность театрам ставить такие спектакли, которые раньше они не могли себе позволить. Приглашать режиссеров, которых они не могли себе позволить. Из столичных театров, из других стран. Поэтому мы тоже постепенно к этому готовимся. В будущем году театр закрывается на капитальный ремонт. У нас юбилей в следующем году, 80 лет. И надеемся, что вот юбилейный сезон 2020-2021 года мы тоже как-то отметим это именно с точки зрения новых постановок, оригинальных постановок. Валера, вы как родитель, как пытаетесь приобщить, и вы приобщаете достаточно успешно, насколько мне известно, чтобы об этом тоже широкая аудитория узнала, как это вообще возможно приобщить ребенка к искусству, к балету, к опере, к театру? Ну вот многие, наверное, со мной не согласятся, но есть такой вопрос генетики. Есть врожденное чувство эстетики, врожденное чувство вкуса. И мне кажется, таким образом и формируется вот эта любовь к театру. Какие-то внешние факторы играют, к сожалению, очень маленькую роль. Ну, как мне кажется. Я могу заблуждаться, опять же скажу. Но я стараюсь приобщать своих детей к театру, к культуре, к искусству в целом. Они оба у меня, допустим, танцуют. Не сопротивлялись? Нет, не сопротивляются, хотя вот как Гиви говорит, сопротивляются, там на гимнастику не ходит там. Но в определенный этап моей жизни я тоже через силу просил меня забрать на тот момент училище искусств, просил, ну заберите меня, отдайте меня в какой-то гуманитарный вуз. Я же хорошо учился, зачем вы меня мучаете этой хореографией? Хотя сейчас понимаю, что это смысл моей жизни, и слава Всевышнему, что я состоялся в этой профессии. И я просто счастлив на сегодняшний день жить этим и зарабатывать этим себе на жизнь. Театр – это молодое ремесло? Вот на ваш взгляд. Я думаю, театр не имеет какого-либо определенного возраста. Но
если мы на сегодняшний день говорим о развитии театра, то нужно его развивать чуть-чуть раньше. Вот очень хорошую программу продвинули вот Министерство культуры. Они построили или реконструировали дома культуры, да? И я могу ошибаться, если человек может поправить. Продолжают. Да, продолжают это делать. Но, к сожалению, на сегодняшний день в образовательной части есть очень большие дыры, которые очень сложно на сегодняшний день залатать. Вот я, допустим, вижу, что у вас есть линолеум, и, насколько я понимаю, он балетный. В колледже искусств такого линолеума нету. Я скажу больше. Там нету ни одного зала, в котором бы занимались студенты. Но, тем не менее, студенты есть. 2 курса из 5. Из-за того, что нету залов. Раз. Из-за того, что преподаватели, не знаю, может быть, это не тот формат, но хочу об этом сказать. У меня есть определенный штат творческих людей. Я с недавних пор руковожу отделением хореографии в Владикавказском колледже искусств имени Гергиева. И вот у меня есть около 18 человек в моем отделении. И они получают зарплату, внимание, 8-9 тысяч рублей. И не буду называть свою зарплату. Естественно, финансовая сторона – это не моя мотивация. Я пришел туда, чтобы как-то Поднять на новый уровень хореографию, да, показать, сделать эти имена, которые я преследую вы себе корыстные говорите. какие-то цели, потому что на сегодняшний день мне нечем пополнять свою труппу. Нету кадров, они их не куют. Чермен, вы меня поправьте и, может быть, даже разъясните нам вот работу студенческих и народных театров. Почему оттуда тоже нельзя щипать людей и приводить, возможно, в колледж культуры, в колледж искусств? Такое понятие существует, да, действительно, как народные театры. Они существуют и при вузах, да, и в районах. В общем-то, наши маститы, известные актеры, чьи имена сегодня упоминались не раз, они вышли вот из этой театральной самодеятельности. И даже 2 народных артиста СССР, да, Болот Хапсаев и Кула Саламов, да, они тоже вышли из самодеятельности. Ну, кто с этим и так далее, да, практически все. И тут сидят действительно в студии профессионалы, я об этом могу судить так вскользь. Моя театральная карьера закончилась на подмостках театральной студии ГМИ. Да, вот в ГМИ, кстати, существует 2 театральные студии. Это театральная студия «Вариант» и «Пилигрим». Очень хорошие руководители, ребята тянутся, но, естественно, они там бесплатно, это веление их души. Вот такие искусство, когда мы о нем говорим, мы очень его монетизируем сегодня. Да, зарплата, но и учителя же работают на эту зарплату. Да, это более важно. неблагодарный, на мой взгляд, труд, чем у актера. Я понимаю, кстати, тех людей, которые... Это очень важно, людям надо кормить чем-то свою семью. Но вот, внимание, опять Станиславский. В волнениях артиста много приятного, интересного, наполняющего будничную жизнь. Отнимите у артиста эти волнения, эту борьбу, и он застынет в своем величии и сделается маститым. Что может быть нелепее маститого артиста? Я предпочитаю остаться бледным, худым и нервным. Константин Сергеевич Станиславский из письма. Так вот, наверное, вот этих ребят, которые абсолютно по велению души, чтобы испытать эти внутренние волнения, их это ведет на сцену. И меня когда-то привело, но из меня, конечно, не вышел нормальный артист. Но надо согласиться здесь с Гиви, который говорил, что какая-то средняя должна быть стадия. Вы обращаете внимание на студенческие театры, а я бы хотел ваше внимание обратить на конный театр «Нарты». В каком состоянии он сегодня пребывает, какая поддержка оказывается и какие приоритетные задачи поставили, возможно, перед ними? Те проблемы, которые существуют, они существуют, я повторюсь, наверное, повсеместно. Вместе с тем, последовательно эти проблемы мы пытаемся все сообща вместе, всей республикой решить. И недавно
в театре Нарты состоялось, как вы знаете, театрализованное представление. Да. И тут его активные участники сидят, они, может быть, сами, да, скажут, организаторы, посвященное 160-летию Коста Ливановича Хитогорова, так как этот год под эгидой вот этого юбилея проходит у нас. Ну, давайте тогда, наверное, мы послушаем комментарий художественного руководителя конного театра «Нарты» Тимура Сикоева. Проблем немало, они есть. Конечно же, прежде всего это связано с ангаром, с крышей, которая нам необходима, потому что мы во многом зависим от погоды. И все это время на протяжении целого года, пока мы готовились к нашему спектаклю, эта проблема как бы нависла над нами, она нам мешала работать. Но как бы мы постарались перешагнуть через нее и довести свою работу до конца. Ну, есть еще проблемы, они связаны все в основном с материально-технической базой, с лошадками нашими, которые уже как бы не в том возрасте. Есть и больные среди них. Ну, наши ветеринары как бы пока справляются с этим. Вот эти все спектакли, они как бы дались очень тяжело. Мы их кололи обезболивающими лошадей, чтобы они не чувствовали боли. Ну, пока держатся. Ну, что касается всего остального, как бы мы надеемся, что нам помогут, потому что сегодня все-таки театр доказал, что он способен ставить спектакли, радовать нашего зрителя. И, в общем, будем надеяться, что все будет нормально. Эдуард, наверное, история конного театра «Нарты» должна была быть для нас поучительной, но почему-то так получается, что все время мы наступаем на одни и те же грабли. Я Что видел, сегодня... я видел историю возникновения этого театра. Я не раз говорил свое отношение. Я помню, когда Толик Зеваев уехал в Москву, я видел его, когда он к Антимировым прибился, какое-то время побыл, взял эту идею, привез ее сюда. В то время в республике были бешеные водочные деньги, и ему удалось убедить Ахшарбека Галазова в необходимости, в возможности. Тогда, если помните, открывались театры, республика могла себе позволить это. На мой взгляд, сегодня, опять-таки, это не сегодняшнее, это до того, когда Асланбек возглавил это, говорил и тогда, это очень затратная вещь. Как очень затратная вещь, очень дорогая игрушка, профессиональный футбольный клуб высшей лиги, даже в первой лиге дорогая. И конный театр, его особенности, его проблемы возникают от того, что сама инфраструктура этого театра, даже вот сказали лошади, думаешь о том, что чтобы их заменить, нужны гигантские деньги, чтобы их содержать, нужны гигантские деньги. И конный театр, как и ансамбль «Алан», это относится к тем культурным единицам, которые должны постоянно гастролировать. Формат ни конного театра, ни ансамбля «Алан», он не умещается в рамки маленькой республики. Значит, это предполагает совсем другое построение дела, отношений. И когда мы сегодня говорим, денег нет на это, денег нет на это, мы все время, страшное слово, которое я всегда воспринимаю как казнить нельзя помиловать, оптимизация, мы все время при этом присутствуем. Вопрос заключается в этом. Вот год театра, да? Да. Вот это сделали. Закончится год театра, и опять будет, в общем-то, сложно куда-то выехать. Окажется, что денег. Вот сейчас наш театр 2 дня назад тому приехал из Калининграда. До этого был Калининградский. Слабенький театр. Это я свое мнение высказываю. Там у нас гастроли прошли в Калининграде «Триумфом». Около 800 человек в зале, и он был переполненный. И вот сейчас поступают оттуда телеграммы, и мы
просим вас вернуться к нам еще раз, мы видели это, зрители, которые там в Калининграде. И такие вот одухотворенные вернулись ребята оттуда, что это, в общем-то, я уже говорю, это полировка крови. Я хочу сказать, что в русском театре, несомненно, замечательные актеры. В Астийском театре очень талантливые актеры. Но в русском театре есть много лет выстраивавшаяся, вот не знаю, структура. Традиция у них и уже. это есть творческая дисциплина, есть, как говорят, производственная дисциплина. То есть там цеха, которые работают в какой-то связке, это механизм налаженный. То, что мы сегодня видим в Астийском театре, я вижу, опять-таки хочу сказать, что при этом есть очень хорошие спектакли. И в Астийском театре, и мне очень понравился спектакль «Названные братья», мне очень понравился спектакль, кстати говоря, «Овраг», очень хороший спектакль. То есть есть и бывают спектакли, которые те же самые актеры от режиссуры, от драматургии. Ты иногда смотришь и говоришь: Господи, какие бездарные артисты. То есть это говорит о том, что от режиссуры, от драматургии, от материала, который берется, очень многое зависит. И опять-таки говорит, что вот те темы, которые мы говорим, они настолько, об этом говорит формат одной передачи в любом случае. Это не вместе, не поместится. Я согласен Поэтому... с тем, что нам надо обновить кровь. То есть вот кровь, что именно что значит Астинскому обновить? театру надо выехать на гастроли, Астинскому театру надо побывать на фестивалях, чтобы они поняли. Гиви, Осетинский театр выезжал и в этом сезоне. Подождите, вот я говорю гастроли, когда мы выезжаем на неделю с 5 спектаклями, с 6, не один спектакль. Я в этом театре работаю 15 лет, я знаю сейчас, о чем говорю. Гастроли, выезд и гастроли отличаются чем? Выезд, когда ты вывозишь один спектакль, отыграли и приехали. Это называется выезд, даже если вы в Америку съездили. А русский театр, к слову, которого я безмерно уважаю, это рядом с нами театр, они вывезли 6 спектаклей. Это гастроли. Когда ты выезжаешь на неделю, показываешь весь свой хороший репертуар. Мы тоже. Мы сейчас вот приступаем к спектаклю, мы сейчас выпускаем «Рая Куни», «Плохие парни», потом приступаем к Ричарду Третьему. Я вот думаю, вот у нас есть спектакли такие, как «Фатима», есть «Чермен», «Названные братья», «Овраг». «Черная бурка». «Черная бурка». У нас есть «Ревизор» сейчас. Поставим Ричарда Третьего. Это все мы хотим показать тоже. Что там плохого? Наш театр, наверное, Осетинский театр, да, по сути, все те, кроме, наверное, вот кукольного театра, на нижайшем, я обращаюсь как к замминистру, на нижайшем уровне оснащенность. Потому что то, что мы видим в других спектаклях по телевизору, и потом видим то, что у нас нет аппаратуры такой, чтобы удивить зрителей, удивить детей. Как у нас тоже сказки. У нас сказок бывает 40 спектаклей за каникулы. У нас ломится театр от детей. А их надо чем-то удивлять, какими-то эффектами. Вот мы сейчас какой-то план нас, по-моему, поставили, реконструкции театра. Но вот хотелось бы, чтобы мы немножко отстаем, и отстаем здорово в техническом оснащении. Круг, лента. У нас ничего, это у нас один круг. Ну, потому что театр у нас замечательный, но он старенький. Ничего туда не влазит, но сейчас надо реконструировать, и чтобы все-таки приходил зритель и видел, что то, что он видит в этих концертах вечных, это мигающие, сверкающие, движущиеся, поднимающиеся откуда-то. Надо, чтобы и наши театры были так оснащены. А иначе мы, в общем-то, на месте. Да, это очень большая проблема, и даже у филиала Мариинского театра есть такие проблемы, потому что это невероятные финансовые вливания. Сумма, допустим, стоимость одного прибора может доходить там до 200 тысяч. И таких приборов нужно десятки, если не сотни. Да. То есть это очень большие финансовые вливания. Я понимаю и чиновников, которым сложно изыскать такие средства. Вот сегодня, к сожалению, есть некоторые работы, которые останавливаются на эмоциях, на самоцели этих эмоций. То есть пришел зритель, я посмеялся, я поплакал, какие у меня эмоции. А что дальше за этим? Какой опыт, какое-то понимание новое, новый взгляд на какую-то важную, интересную тему? Получил? Нет.
Вот мне кажется, театр будущего – это театр, который не остановится на этих эмоциях, на этих формах, интересных, может быть, даже, а пойдет дальше. И будет эмоция будет тем путем, теми рельсами, как я уже сказал, которые все-таки принесут что-то интересное, важное. И тогда зритель почувствует важность и нужность своего присутствия здесь, в этом театре, да и вообще театра как явления. Мы можем дискутировать сколько угодно. Если мы, допустим, тезисно, допустим, не выскажем, что нам нужно вот это, нам нужно вот это и нам нужно вот это, то мы будем еще очень долго разговаривать по этому поводу. Я бы хотел, допустим, обратиться, пользуясь возможностью случаем. такой, да. У Владикавказского колледжа искусств нету своих залов в хореографическом отделении. Есть мизерные зарплаты. Очень прошу при нынешних сложных экономических условиях республики уделить этому хоть какое-то внимание. Мы же много не просим. Дайте возможность где танцевать. И мы будем растить хороших кадров. На сегодняшний день творчество держится только исключительно на энтузиастах, которые не мотивированы зарплатой, которые хотят просто творчество творить, приносить людям какой-то радость, эмоции, да, какие-то эмоции вызывать. какие-то светлые. Воспитывать обязательно. Я считаю, что театр должен воспитывать. Мы говорим сегодня, как я уже поняла, о конкретном осетинском театре, да? Тогда нужно обратить еще внимание на то, что сегодня мы обсуждали как раз гастроли в Кабардино-Балкарию, театр поедет, и я уверена, что у других театров существует, куда загрузить им свои декорации, и у них нету этой проблемы, допустим. Быстро, компактно собрались, шаби, спокойно, все, и поехали. То же самое, возможно, и в русском театре, я могу ошибаться, но мы сегодня считаем это препятствием, одной из препятствий того, что, как выехать на гастроли. Это, значит, нужно нанимать транспорт, это расходы не меньше 100 тысяч куда-то поехать, если нанимать транспорт, да, конечно же. И да почему мы не обращаем внимания еще на одну такую проблему? В советское время все, вот о великих наших артистах мы говорим, Чиналиш, Дон Рухшагот, мы их всех уважаем, любим, они все для нас звезды, поклон низкий им. Они получили и квартиры, да, у них было все, у них были все условия. А что получает сегодня молодой артист театра? Артист, который живет где-то в селе, вечером отыграл, ночью во сколько, поздно закончился спектакль. Куда он должен поехать? Не имеет ни транспорта, никуда. Где он остановиться? Сегодня переночевать где? У себя в мастерской? Или постучаться в это время к своим родственникам и там остаться? А может, у него дома дети маленькие? И, может, у него не такая уже большая зарплата, 1012, когда мы нашим старшим прибавили и к пенсии, и к зарплате. А им куда деться? Давайте ответим пока на эти вопросы тоже, пожалуйста. И сегодня нужно акцент делать больше даже на молодое поколение, которое завтра будет представлять и делать Осетинский театр. Роль театра в жизни человека и общества всегда была высока. Сегодня в этой студии не раз говорили о том, что актуальность его не должна проходить, что это неиссякаемый источник искусства. Но как же должно развиваться театральное искусство? Какая она современная драматургия? И кто сможет изменить сложившуюся закоренелую систему? Все эти вопросы все еще остаются открытыми. Мы постарались внести ясность в этот вопрос, а вот что из этого получилось, судите сами.